Здравствуйте. Здравствуйте. У нас проходит сельхозперепись. Можно нас переписать? Да, пожалуйста. Фарид Исрафилов с сельхозпереписью уже знаком. 5 лет назад также приходили и фиксировали, что растет в огороде, какие деревья плодоносят. С тех пор ничего не поменялось. Те же 8,5 соток земли. Сколько яблонь растет на участке? 4 яблони. 4 яблони. Сельхозорганизации, крестьянские хозяйства и ИП сведения должны предоставить сами, заполнив переписные листы, или обратиться в Татарстанстат. А переписчикам предстоит посчитать растительность и живность в лично подсобных и прочих индивидуальных хозяйствах. Планшеты более усовершенствованы, меньше вопросов, они стали более четче, грамотнее сформулированы. Переписчиков в микросельхозпереписи можно узнать издалека. На них вот такая вот зеленая накидка, зеленая кепка, в руках планшет и, конечно же, специальное удостоверение. С ним каждый может ознакомиться. Вот Гульчачак и Дора. Сегодня стоят на привязи. Вот эти дни очень жаркие погоды. Так ласково Ленар Мифтахов называет своих буренок. Их у него 2, а еще 5 бычков, 37 кур. Все хозяйство на 8 сотках. Государство должно знать, что происходит в сельском хозяйстве населения, чем занимается население, деревенское население. Вообще это нужно. Специалисты называют микроперепись рентгеновским снимком агропрома республики. Подробный анализ поможет привлечь инвестиции в АПК республики, повысится конкурентоспособность сельхозпродукции. Данную перепись разработали для того, чтобы узнать об объективных изменениях в структуре посевных площадей, какие необходимые меры необходимы в настоящий момент для развития сельского хозяйства. Только в Высокогорском районе работают сразу 44 переписчика. Каждому предстоит обойти до 500 хозяйств. Сама перепись продлится месяц. Ее промежуточные итоги станут известны к концу года. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Высокогорский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.